в первой межрегиональной олимпиаде объявляется наша зажигалочка и просто умница Жанетик. Пойдем. Что такое ментальная арифметика, Жанетта Тумгоева узнала только несколько месяцев назад, а сегодня она в числе победителей межрегиональных соревнований. Олимпиада по ментальной арифметике для четвероклассницы стала первым серьезным конкурсом, где она смогла продемонстрировать свои уникальные навыки. Мне нравятся задания, которые нам дают обычно, а еще нравится считать. А почему тебе нравится считать? Потому что ментальная арифметика – это очень интересно. Из 16 воспитанников Центра развития интеллекта Академии КИДС 10 стали призерами арифметических баталий, завоевав 4 первых, 3 вторых и 3 третьих места. Юным математикам пришлось пройти 7 непростых этапов. С каждым туром скорость решения примеров уменьшалась на 0,1 долю секунды. Задания, к слову, тоже не самые простые. Сложение 2- и 3-значных чисел. Самым сложным для ребят оказался именно заключительный тур. Какое первое? И я первая. Ты самый первый, да? Я тоже первый. На последнем уровне было очень быстро, но я не ошибался на этом уровне. И я получил за это первое место. В последнем финале я небольшую ошибочку сделал, но, иншаллах, на следующем конкурсе я первое место получу. Я была уверена в моей победе, потому что знала, что я выиграю первое место, поэтому я не волновалась. Меня многие соперники списывали, но я не разрешала им списывать мои ответы. Поэтому им дали другие задания. В Олимпиаде вообще приходили более 100 детей, и было 22 призовых места. Из них 10 призовых мест, к нашей великой радости, заслужили наши дети. Наш центр относительно молодой, нам нет еще и года. А там наши конкуренты, это были ребята из центра, которые работают более 5, более 10 лет. И сегодня мы считаем, что наши дети были готовы не просто на все 100, а 150%. Соревнования проходили в Махачкале и собрали больше 100 юных математиков со всего СКФО. Трудно поверить, но эти малыши с невероятной скоростью складывают и вычитают, а главное, дают безошибочные ответы. 32, 52, 15, минус 21, минус 65, плюс 21, минус 34. Правильно. Решение примеров для них – это увлекательная игра на скорость и внимание. Каждый старается первым дать ответ. Ничего не знаю. Совсем ничего не знаешь. Незнайке Ахмеду Хамхоеву всего 5, но в арифметике с ним посоревноваться может даже не каждый взрослый. Еще один победитель Олимпиады, настоящий непоседа. Тем не менее, перед камерой все же теряется. Хотя одно Ахмед точно знает. Я очень люблю считать, и у меня это очень хорошо получается. Чествует сегодня не только юных умников и умниц, но и родителей. Эльза Гагиева не устает радоваться успехам сына. Сначала в школе, а теперь еще и на таких важных соревнованиях. И это только после 2 месяцев занятий ментальной арифметикой. Я первые 6 этапов прошел очень хорошо, а на финале я одну ошибку сделал. Заняли 3 место, но, надеемся, у нас еще все впереди. Медаль, 1 место у нас впереди. Да, ходим 7 месяцев. Благодаря этой академии, благодаря тому, что мы посещаем, даже в школе, он уже намного в лучшую сторону изменился. И мы очень довольны. Ментальная арифметика строится на основе абакуса, японских счетов. В Центре интеллектуального развития КИДС детей сначала учат владеть техникой счета на косточках, а затем переходят к счету в уме. При этом важно задействовать обе руки. Все, что объясняют педагоги, ребята буквально схватывают на лету. Абакус это специальный счет для ментальной арифметики. Да, мы на них занимаемся. Учитель нам показывает, тут заниматься, и можно тут и тут. Я всем советую ментальную арифметику, потому что дети развивают настолько свой интеллект. Это не только счет больших чисел в уме, это развитие памяти, логики и мышления.
Развлекают детей знакомые всем герои. Вот уж кого здесь встречают с большим удовольствием. Веселиться ребята умеют ничуть не хуже, чем решать в уме сложные примеры. Дети-калькуляторы, по-другому их и не назовешь. Впрочем, самые громкие победы у них еще впереди. Их ждут всероссийские соревнования по ментальной арифметике, в которых примут участие уже победители межрегиональных туров из 21 региона страны. Тогда ребятам предложат больше 200 заданий. Хадида Бриева, Рамзан Зурабов, Новости 24.